Мне вот понравилось вот это вот предыдущее я видео делал, там на 57 минут, начал с него и минутный шортс сделал там, начал со слов. Сейчас я буду говорить провокационные речи. Сейчас опять я буду говорить провокационные речи. Нам везде там писали в свое время, что благодаря, дескать, русскому языку народы овладели творчеством писателей, великих русских поэтов. Да, Габдулла Тукай наш в свое время возмущался и не был доволен, пенял на то своим соплеменникам, сокрушался по поводу того, что соплеменники татары его не хотят знать русский язык. И тогда вот я вчера тоже в интернет зашел посмотреть комедию там «Бешеные деньги», где Михайлов играет так называемого миллионера якобы. Вот там розыгрыш целый был. И играет Нильская красавица там. Много-много кадочников там играет. Куравлев, Яковлев. Очень много звезд таких крупной величины экрана нашего и сцены. И вот там как раз он говорит, что владеет таким-то языком, таким-то. И он, ну там много было шуток всякого рода, например, где он был. В Лондоне был, в Париже, в Казани и Тетюшах. Тетюши — это такой, знаете, заштатный городок в Татарстане. Да, ты ж там. Ну, это смешно было, прикольно. Казань, конечно, про нее не скажешь. Заштатный такой городок, потому что Екатерина II писала, он второй или третий по значимости после Москвы и Петербурга, дескать, Казань, этот город. Екатерина II, когда приезжала, история зафиксировала ее слова. Потом, все-таки вчера, вот, кажется, было по телевизору в программе «Культура» 220-летию Казанского, в скобках Приволжского федерального университета, посвященный там очередной часть, там какой-то сюжета было, посвящено там что-то, какой-то рассказ был о Казанском университете. И там вот Бутлеров, много очень известных людей, Карл Фукс там, плеяда целая. Работали эти люди, замечательные специалисты своего дела. Я не учился в Казанском университете, а то сейчас мог бы, как говорят, среди ночи разбуди, сказал бы кто. Я учился в Екатеринбурге, я там могу сказать, кто учился у нас. Но звезд таких не было, потому что у нас до революции большое количество звезд было таких науки. Им там памятники стоят, бюсты стоят возле университета и везде. В советское время низвергали очень быстро всякие, как говорят, авторитеты. Памятники меняли, и за десятилетия там, потом опять, когда перестройка пришла, вот Малышева улица, в моем любимом городе Екатеринбурге, там памятник Малышеву стоял, передвинули. А на этом месте раньше церковь была, огромная такая, замечательная, видимо, архитектура была там замечательная. И заново построили там эту церковь, как-то восстановили. Много там. Свято-Троицкий кафедральный собор. Я раньше там проходил, думал, вот, мол, это здесь, наверное, было. В кино ходили, мы дом ДК автомобилистов было. Я полагал, что там, значит, какой-то там фабрикант жил, и как во дворе, во двор экипажи въезжали. У меня воображение, слава богу, развито. Я вот так себе представлял. Нет, оказывается, там храм был. В советское время даже не удосужились просто повесить табличку, что был такой-то храм. Переделали, дескать. Мы же должны были историю, что же, брать с момента революции и сколько там десятилетий взять и выбросить, что ли, просто, да, из истории. Не получится. Как там, я вам скажу, немножко ошибся, наверное, да? Наоборот, наверное, вот до этого, что периоды, скорее всего, да, извините,
до революции периоды взяли и выбросили, да, словно там в истории города не было этого самого храма, не было ничего. Можно было хотя бы просто то, что сохранилось, хотя бы здание. Ну, я тут тему свою главную в голове держу, сильно не отвлекаюсь. Я начал с того, что сказал, что вот когда-то сетовал даже Тукай, вот татары, к сожалению, не знают русского языка, и нам вот в школе внушали, что вот благодаря тому, что стали обучать их русскому языку, они таким образом приобщились к классике русской. Я вам хочу сказать, что вот сейчас шел, и меня осенило, когда-то вот там письма какие-то были, я читал Тукая, ему писали, где-то писали, в то время перепиской люди активно занимались. Письменность, это кто-то говорил там, провокатор какой-то, что революция принесла татарам письменность. Человек, у него знания, видно, были на нуле, и он себе позволял такие вещи, как сказать, рассказывать принародно. Он просто в болоте невежества пребывал, думал, что у татар не было письменности, и до революции, дескать, и потом этот еще человек совершенно, видимо, не представлял себе, что наконец, когда разрешили, то в 1905 году, после Октябрьского манифеста о свободе слова, собрания и прочее царского, в Санкт-Петербурге, наконец, разрешили открыть газету «Нур». Я в 1989 году был в Питере, во дворце Карла Маркса, татарская община встречалась, и они возобновили выпуск этой газеты. Я их скупил, штук 100, сколько привез в Татарстане, здесь на каком-то национальном сборище там, или сбор, или как назвать, на площади раздал, продал скорее, даже немножко наварился, немного дорога купил. Ну, татарин есть татарин, вы что, я что ж себе в убыток должен это, значит, вести и бесплатно, и может раздавать. И газета вмиг разошлась это. Делали, театры подкрывались, очень много. В том же Оренбурге как раз то ли в 7-м году, то в каком-то году театр татарский открылся. Это ладно, театр, но газеты-то выходили, очень много до революции стало газет на татарском языке выходить. Вот. А тот он пишет, не было. Вот они не знали, историки, которые описывали, что вот газеты выходили у нас, Нур и прочее. Оказывается, не было у нас грамотности совсем, не было ничего, мы в невежестве погрязли тогда. В невежестве погрязся, как я уже сказал, этот товарищ, который на голубом глазу утверждал, что до революции не было письменности у татар. Так вот, что хочу сказать, я собрание сочинений Тукая читал, и вот интересные вещи, там они как-то, к сожалению, не помню, давно я читал про Льва Толстого, переписка у татар была со Львом Толстым, удивительным образом. Там они его, у нас же привычки есть переводить, они его фамилию пытались переводить на татарский манер, вот, толстый, дескать, толстый, вот, ну, юан по-татарски юан, значит, там какой-то, знаете, курьезный момент настал, они пытались как-то фамилию перевести на свой лад. Хочу сказать, что о Толстом, о многих других писателях, поэтах, известных, выдающихся, великих там, российских, русских, как бы там Габдулла Тукай не сокрушался, что, дескать, вот, они бы знали и Байрона, и там всех зарубежных поэтов, и российских, русских поэтов знали бы, если бы они изучали русский язык, вот они, дескать, знали бы. На самом деле они знали, раз переписку вели, и они в основном узнавали о Льве Толстом, других писателях по татарской печати. Вот когда только появилась возможность читать газеты на родном языке, все, царский манифест, и в том же городе Уральск, Орал называется ныне, там типографии Габдулла Тукай работал, и на татарском языке газеты выходили, журналы выходили, если не ошибаюсь, Уклар, там что-то еще, Стрелы, кажется, много-много всяких изданий выходило, финансировали богатые татарские промышленники.
И вот там они знали много Льва Толстого, о нем было написано. Потому что это были демократы. Наши, вот положим, тут журналисты, писатели были демократы, очень много. Вот эта волна Габдулла Тукай, который уже в октябре, у него там стихотворение появилось, куда свобода делся гнет. Вот он первые стихи написал после царского манифеста. Демократ, как раз, блин сказал. В общем, демократическое направление, очень многие были писатели, журналисты, передовые люди того времени. С одной стороны, конечно, вот я даже по спектаклю Хаджи Афенди Уйлена, Хаджи Эфенди женится, с которым Оренбургский театр в наше село приезжал, отец муллой был, он не пошел, говорит, там над религиозными деятелями, мол, смеются, но, с другой стороны, его на первом месте, видимо, все-таки волновала вот религиозная составная, а то, что театр приехал на родном языке выступать, татары, конечно, пришли, и мусульмане татары, и православные пришли, и даже казахи пришли, и у меня есть подозрение, даже небольшая часть русского населения пришли, потому что жители села, потому что они так в быту общались с соседями там, по работе с татарами, иногда вот понимали даже, при них мы всегда разговаривали на своем языке, и они никогда, в общем, претензий их не было, спокойно к этому относились. Так что вот демократическое направление было много писателей, журналистов, и они вот в прессе освещали жизнь, творчество, деятельность вот известных великих тогда писателей, того же демократа Льва Николаевича Толстого. Поэтому татарская интеллигенция была наслышана о нем замечательно, просто о нем все знали, были хорошие очень отзывы, он у них вызывал восторги, они наверняка и даже, если не все читали у него на русском языке, во всяком случае там в переводе что-то читали и общее представление имели о творчестве. Меня только удивляет, почему Александр Иванович Куприн не удосужился как-то, чтобы его мама, у него потомок обедневших татар Кулунчаковых с Пензенской губернии, кажется, да, губерния, что ли, была тогда. Вот. Он бы мог, конечно, претендовать на то, чтобы его произведения публиковались, ибо он, там даже Бунин писал, что он, в нем всегда вскипала его горячая татарская кровь, он любил вот эту татарскую тюбетейку даже носить, он гордился своей там, как сказать, кровью. Я думаю, что в то время многие там, если были совместные браки, очень многие тогда при Петре I в 1713 году был указ Петра I о том, что татары, которые придерживаются мусульманской веры, они не имеют права владеть крепостными душами, которые, как известно, были православными, поэтому они стали перед выбором, либо они меняют веру, принимают православную веру, либо, значит, у них это, они лишаются всего этого. Конечно, многие приняли православие, и вот раз православие, то, естественно, вера-то одна, и женились на них какие-то купцы богатенькие, они что? Как говорят, за неимением гербовой пишем на простой. Это про бумагу говорится. То же самое положим. Какой-то купец. Ему мало, что он купец. Он хочет благородного рода быть. Что он делает? Обедневший. Что там? Помните? Потомок Александр Иванович Куприн. Потомок, или мама его была, потомок обедневших князей Кулунчаковых. Обедневшие. Обедневшие князья, богатые-то, девушка из богатого княжеского рода не пойдет за купца. Это все-таки по, как сказать, ну не скажу табель о рангах, а вот это официально. Вот именно по там тогда ценились, допустим, купцы, они ниже стояли. Да, помните, вот прекрасный фильм, как раз созданный по Александру Николаевичу Островскому, как раз вот «Женитьба Бальзаминова», и там играют две замечательные актрисы, Купченко и Гурченко, и Гурченко подруга этой Купченко, а Крючков этот купец, дядя ее, вот он там у них ночует, и там какая-то вот эта Гурченко, и вот спрашивает он про Гурченко,
у своей дочери, которая играет Купченко, дескать, она благородного ли рода, та отвечает, нет, купеческого. И этот хмыкнул как-то, недовольный, посмеялся. Вот. В то время аристократы могли иногда жениться на представителях купеческого сословия, выйти, в смысле, замуж. А обедневшие аристократы, они получали материальное положение, эти аристократы, а купцы в свое время, в свою очередь, получали, ну, княжеский титул, что такое им переходил. Поэтому, естественно, явление, когда Кулунчикова, там, допустим, кто-то купец, наверное, женился. И вот такое часто встречалось. Богатые с купцами дворянского рода, они же в свое время очень много их служило при дворе, татар, всяких князей. Они дворянское свое сохраняли, свои привилегии какие-то. Потом то, что они дворяне, считались и высоко ценилось. Поэтому купцы некоторые для улучшения, так уж скажу, немножко образно, для улучшения породы, чтобы в глазах окружающих стать выше, они, естественно, купцы, женились. Ну, я слишком пространно вам сказал. Вот, поэтому язык-то все равно каким-то образом сохранялся. Даже вот Михайлов играл, он знает, дескать, татарский язык. Он сказал, знает такие-то языки, знает татарский, говорит, казанское наречие. В основном он знает. Это вот, кажется, если не ошибаюсь, по Александру Николаевичу Островскому, по его произведениям был фильм создан как раз, «Бешеные деньги». И там как раз Михайлов играет. Вот он какой-то там инженер, что ли, какой-то. Его представили миллионером, там тогда говорили миллиончик. И вот как раз известные такие актеры решили разыграть вот эту вот девицу с мамой, девица Нильская, как раз разыграть и поженить, чтобы потом они ахнули, а оказывается, не за всем уж такого аристократа, не за такого богатого вышли. Они там хотели просто повеселиться. Вот. Ну, все, в общем-то, я об этом хотел сказать, что в то время язык не случайно обогатился татарскими словами многими, как бы сейчас кто-то не пытался. Теперь вот наши братские народы тюркские говорят, это не татарские, это тюркские слова. Да, слова тюркские, но благодаря татарам проникли. Покажите мне, я вот одного только знаю, при дворе там или где он, молодой, как на Лермонтова похож, у соседнего одного братского казахского народа, скажем, есть. Он недолго, к сожалению, прожил, но он был офицер, известный такой, талантливый человек, единственный. А в остальном-то у нас сплошь и рядом татары там везде татары. Куда ни кинь, везде они там в свое время, они не знали языка, не хотели учить, и в результате купцы, видите, Михайлов, не купцы эти татарские и старались изучать, а именно вот как раз эти купцы, наоборот, изучали. У Островского есть же там женитьба Бальзаминова, он даже по-татарски йог, по-русски нет говорил там, или там Матрена, там, служанка Бальзаминова, когда услышала ответ матери, вот Бальзаминова, мать спросила, он, ну все, мать, женюсь, он спрашивает, мать, за кого, на ком, он говорит, на обеих. И тут, значит, она потеряла как бы сознание, а Матрена кричит, да ты что, татарин, что ли, ты хоть очувствуйся малость. Ну, откуда вот у них знание обычаев татарских, слов татарских? Это потому, что купцы не хотели татарский изучать, русский язык, не парились, как говорится, особенно, потому что в бизнесе там, видно, они так держались особняком, и русские вынуждены были изучать татарский язык. Вот этим только можно объяснить. Сейчас вот могут знатоки появиться, начать со мной спорить, но я хочу сразу в ясность внести. Я много произведений прочитал, и это не мои измышления о том, что откуда, значит, у русских знаний столько татарских слов там, откуда это все. Да потому что, с одной стороны, тесные эти вот именно князья, какие-то там все, смесь пошла. У меня книга валяется 500 русских фамилий татарского происхождения, там очень много. Есть, конечно, ногайские, там, да, те же Юсуповы, там, князья, там, вельможи в свое время, но колоссальное количество женились, так вот даже
У меня за 1913 год есть журнал «Природа и люди», и там посвящено столетию дома Романовых, и написано, что в Костромской области, там, дескать, и в свое время был маленький Михаил Романов, и его отец там, они, кажется, были с роду, который род назывался Кобыла. Кобыла назывался род они. И вот он как раз, у него там татарские какие-то корни, кто-то был в роду татары, и отец Михаила Романова, вот, его отец там в журнале «Природа и люди» за 1913 год пишется, что любил татарскую ермолку, ну, читая это, в смысле, тюбетейку надевать на своем младенчестве, на своего ребенка. И женщины рядом были недовольны, потому что все-таки просто так, что ли, давай-ка пошучу, надену татарскую тюбетейку, мол, ребенку. Нет, были кровные связи в большом количестве. Тот же Иван Грозный, мама, значит, была из глинских князей, что ли. Мать у него православная, татарка была. Тот же Симеон Бекбулатович, крестили его. Он, значит, в свое время, когда после взятия Казани, он пошел на службу к Ивану Грозному. Вот, пожалуйста. Если у нас люди есть, которые обладают более пространными, более, скажем, объемными знаниями, пускай изложат, пожалуйста. Но мне сейчас, вот, во всяком случае, объем знаний, которым я располагаю, вот, к сожалению, временем таким не располагаю, слишком пространные разговоры, у нас зритель устает, утомляется, поэтому я могу потом эту тему продолжать, и для того, чтобы хотя бы апеллировать кому-то. У нас бывает, что люди зачастую, не опираясь ни на какие знания, просто на свой, там, выражает эмоциональный всплеск какой-то, вот ему не нравится вот это, и все, и он начинает, ну, против фактов не попрешь, факты упрямая вещь. Давайте кто-нибудь сплеснитесь, или как там, возмутитесь, пошумите, что Куприн, татарской крови не было. Давайте сделаем так. Давайте, что Тургенев там где-то тоже. Давайте того же Державина, который там Пушкин писал про старика Державина, и в гроб сходя благословил. 16 лет было Пушкину, в фильме даже есть. Державин оценил его. Давайте скажем, у Державина нет никакой. Это я придумал. А Державин-то, он сам писал, что он берет из Казани, он там от потомков Мурзы Багрима, от татарских Мурз, из Казани. Вот у нас, когда начинает говорить там, вот тюрки, дескать, этот какой-то другой национальность примешивает наши братские тюркские народы. Ну давайте назовите. Мурза Багрим, дескать, был какой-то другой тюркской национальности, скажите, в Казани, дескать, жил. В Казани кто может жить? Конечно, у них в руках средств массовой информации более сильно, они, потому что некоторые там есть народы, тюркские народы, у них там в руках более мощное оружие, нежели у нас. Мы не можем каждый раз, вот, а они могут спокойно на мировой арене все время как-то говорить о себе, а мы не можем. Мы только можем вот сказать, что да, у нас были тесные связи с, как сказать, вельможами, что ли сказать, именно в свое время на российском троне большие связи были. И они вот остались. Вот сейчас я не хочу, допустим, называть. Вот даже фильм смотрю, я буквально позавчера, что ли, называется «Контрибуция». А там кто? Герой Мурзин. Мурза — это значит князь. Да, и много у нас таких со словом Мурза встречается, фамилии еще до сих пор. Просто так, что ли? А они служили российскому трону. И они гордились своим происхождением княжеским. Поэтому они и называли. В то время не было по национальному или как признаку, по религиозному признаку вот такой вот оскорбительный, чтобы ущемление такого массового, такого какого-то, скажем так, сильного ущемления невыносимого. Было какое-то, да, действительно, в некоторой степени нельзя отрицать, но чтобы настолько, чтобы было ущемление, что люди старались скрывать свое происхождение, но они же старались все время подчеркнуть, что он княжеского роду. От Мурзы такого-то он произошел. И, естественно, им было приятно подчеркнуть свое
такое аристократическое происхождение. Все, пожалуй, я. А то я сейчас на новый виток пойду и слишком пространно будет. Спасибо за ваше внимание, заодно и за терпение. И единственное, что хочу сказать, кто хочет парировать, давайте факты. Я их рассмотрю как альтернативную точку зрения. И любой человек имеет право на выражение своего собственного мнения, особенно если они, как у нас зиждутся, говорят, опираются на какие-то серьезные факты. А не так просто человек, позыв души, а давай я кому-то человек вопреки что-то скажу, потому что мне вот так хочется. Мне тоже, может, что-то не хочется, но против фактов не попрешь. Все, спасибо.